Казань утопает в цветах. Акция «Цветущая Казань», объявленная этим летом исполкомом города, была подхвачена предприятиями и бизнес-структурами столицы Татарстана. У входных дверей в городские офисы и магазины появились многочисленные цветочные кашпо, многие улицы украсили новые клумбы. Как отмечают специалисты Горводзеленхоза, наиболее востребованной оказалась рассада петунии всех цветов и оттенков. 80% всех посаженных в городе цветов приходится именно на этот вид. Городскими цветами любовался Сергей Шерстнев. 59 тысяч квадратных метров городских площадей превратились этим летом в разноцветный живой ковер. Плюс к этому в Казани установили более 7 тысяч кашпо и вазонов. Работа, она, в принципе, не останавливается. Ежедневно осуществляется уход, новая посадка цветников. Для обслуживания полив осуществляется как механизированным способом, так есть у нас автоматический полив. Кроме царицы петунии, в украшении города использованы еще 26 видов растений – сальвия, цинерария, тагетис и бегония. Водоканал исправно снабжает автоматические поливочные системы водой. В этом году украшать город живыми цветами активно стали предприятия и организации. Все началось с призыва мэра Казани сделать столицу Татарстана еще краше. Спасибо всем огромное. Мы видим, что Казань расцветает. Но на следующий год, я думаю, это уже станет традицией. Настроение другое стало, настроение наших работников другое стало. И когда люди даже проходят и говорят, как красиво. А когда видишь, как останавливаются мамочки своими маленькими детьми и фотографируются около этих цветов, вдвойне приятно. 1300 предприятий приняли участие в акции «Цветущая Казань». Собственники предприятий, фирмы и организаций оформили почти 6 тысяч цветочных вазонов и кашпо. Настоящим украшением стали объемные фигуры жар-птица у стен Казанского Кремля и барс в начале протоки Булак. Размеры этой птички 3 метра, а площадь ее хвоста составляет 400 квадратных метров. Цветочные фигуры уже превратились в места паломничества горожан и туристов с фотоаппаратами. Сергей Шерстнев, телеканал «Эфир».